Вы когда-нибудь смотрели в глаза кому-то на другом конце комнаты и задавались вопросом, есть ли в этом взгляде скрытое послание? Могут ли простая улыбка или непринужденный разговор скрыть более глубокие чувства? Сегодня давайте исследуем мир, в котором действия говорят громче, чем слово. Оставайтесь с нами, и мы раскроем 12 скрытых признаков того, что женщина может интересоваться вами, но старается этого не показывать. И если вы думаете, что уже испытали какой-либо из этих признаков, подождите, пока не услышите последний, это может изменить ваш взгляд на каждое взаимодействие. Добро пожаловать в наше глубокое погружение в тонкий язык притяжения. Это обычный сценарий. Вы встречаете кого-то, чувствуете связь, но не можете определить, отвечают ли вам на это чувство взаимностью. Она просто дружелюбна или за улыбками и взглядами скрывается что-то большее. Сегодня мы не просто расскажем вам, что это за знаки, мы дадим вам ключи к их точной интерпретации. К концу этого видео вы будете готовы читать между строк и, возможно, распознавать, посылает ли вам сигналы кто-то особенный. Давайте начнем. 1. Многозначительная улыбка. Давайте начнем с чего-то простого, но важного, с улыбки. Когда вы нравитесь женщине, но стараетесь этого не показывать, ее улыбка может быть вашей первой подсказкой. Обратите внимание на то, как она улыбается, когда видит вас. Это просто вежливая улыбка или у тебя светится все лицо, вплоть до глаз. Такая улыбка, особенно если вокруг вас она становится все ярче, предполагает нечто большее, чем просто дружелюбие. Это как солнечный луч, предназначенный только для твоего присутствия. Помните, что в сложном танце притяжения улыбка часто является первым шагом. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите ее, найдите минутку и обратите внимание на ее улыбку. Возможно, рассказывает историю, о которой она еще не готова говорить. 2. Игра с волосами и отражение языка тела. Вы когда-нибудь замечали, как она проводит пальцами по волосам, пока разговаривает с вами? Этот классический жест больше, чем просто случайная привычка. Это подсознательный акт украшения себя, часто признак влечения. Женщины склонны трогать свои волосы, крутить их или откидывать назад, когда они находятся рядом с кем-то, кто им интересен. Еще один признак – зеркалирование. Это происходит, когда она неосознанно копирует ваш язык тела. Если ты наклонишься, она наклонится, если ты скрестишь ноги, она сделает то же самое. Это отражает его интерес и его подсознательное желание быть в гармонии с вами. Это незаметно, но говорит о вашем интересе. В следующий раз, когда вы будете с ней разговаривать, обратите внимание, играет ли она со своими волосами больше, чем обычно, или язык ее тела повторяет ваш. Это молчаливые знаки, которые могут указывать на скрытое влечение. 3. Обнажение шеи. В третьем пункте мы исследуем часто игнорируемый, но очень важный жест – обнажение шеи. На первый взгляд это может показаться простым жестом, возможно, даже неосознанным, но на языке телесных знаков женщина, обнажающая шею, весьма показательна. Этот жест может проявляться по-разному: запрокидывание головы, ношение одежды с глубоким вырезом или разделение волос на пробор, чтобы обнажить шею. Почему это важно? Шея – уязвимая зона, и, оголяя ее, она подсознательно демонстрирует вам уязвимость и открытость. Это признак доверия, и его можно рассматривать как невербальное приглашение стать ближе. Такое поведение коренится в первобытных инстинктах, согласно которым обнажение шеи является признаком подчинения и открытости в животном мире, и эти инстинкты также тонко влияют на взаимодействие между людьми. Итак, в следующий раз, когда вы будете с ней общаться, обратите внимание, часто ли она обнажает шею в вашем присутствии. Это может быть тонким, но мощным индикатором его интереса и уровня комфорта с вами. 4. Быстрый взгляд. Когда ты нравишься женщине, но она пытается это скрыть, ее глаза могут стать настоящим сердцем, которое имеет значение. Обратите внимание на то, как часто она смотрит в вашу сторону. Эти украденные взгляды – нечто большее, чем просто случайные наблюдения. Они являются окном в скрытый интерес. Это осторожная игра – смотреть и отступать. Она смотрит на вас, чтобы установить контакт, но быстро отводит взгляд, чтобы сохранить определенную загадочность. Здесь важно понимать роль зрительного контакта в психологии человека. Прямой зрительный контакт может быть интенсивным и показательным.
Если она заинтересована, ей может быть сложно поддерживать зрительный контакт из-за связанных с ней эмоций, поэтому она предпочитает короткие, застенчивые взгляды. Если вы поймаете, что она смотрит в вашу сторону, а затем быстро отводит взгляд, особенно когда ваши глаза встречаются, это важный показатель. Эти быстрые взгляды – ее тонкий способ связаться с вами, одновременно пытаясь замаскировать свои истинные чувства. Это мимолетные, но убедительные признаки ее интереса, поэтому следите за этими мгновенными связями. 5. Облизывание губ и нервные жесты. Когда женщину кто-то привлекает, но она пытается это скрыть, ее язык тела часто выдает ее. Облизывание губ – один из таких признаков. Это жест, который может выйти за рамки обычной привычки. Если это делать часто в вашем присутствии, это может быть признаком нервного ожидания или неосознанной попытки привлечь внимание к вашим губам, классический признак влечения. Еще одним характерным признаком является нервозность, которая может проявляться по-разному: ерзание с украшениями или одеждой, или даже легкое заикание. Эти признаки нервозности особенно красноречивы, если кажется, что они происходят преимущественно вокруг вас. Как будто ее тело и разум находятся в состоянии волнения и беспокойства, не зная, как справиться с противоречивыми эмоциями, которые она испытывает. Так что в следующий раз, когда вы будете рядом, обратите внимание на эти тонкие признаки. Она больше облизывает губы, когда разговаривает с тобой. Ее руки слегка дрожат или она кажется необычно беспокойной. Эти небольшие, но значимые действия могут быть способом ее тела выразить скрытые чувства. 6. Приглашающий язык тела. Язык тела часто говорит больше о чувствах человека, чем сами слова. Для женщины, которой вы нравитесь, но которая старается этого не показывать, язык ее тела может сигнализировать о заинтересованности. Обратите внимание на жесты, которые кажутся приветливыми и открытыми. Эти приглашающие жесты могут включать в себя наклон поближе во время разговора, разведение рук на груди, чтобы показать открытую позу, или направление ног к себе. Подобные действия говорят о том, что она не только вовлечена в разговор, но и физически привлечена к вам. Наклонная поза или распростертые объятия означают, что она восприимчива к вашему присутствию и, возможно, заинтересована в чем-то помимо простого случайного общения. С другой стороны, защитный язык тела, например, скрещенные руки или направленные в сторону ноги, часто указывает на незаинтересованность или желание держаться на расстоянии. Итак, когда вы с ней, следите за тем, как она себя позиционирует. Кажется, она физически открывается вам. Ее привлекательный язык тела может быть тонким, но явным признаком ее интереса. 7. Запоминание мелких деталей. Когда вы нравитесь женщине, но она пытается это скрыть, одним из тонких, но сильных признаков является ее способность запоминать мелкие детали о вас. Это выходит за рамки хорошей памяти. Дело в том, какое внимание она уделяет тому, что вы говорите и делаете. Обратите внимание, помнит ли она мелкие детали из ваших предыдущих разговоров. Упоминает ли она вашу любимую книгу, о которой вы упомянули вскользь, или помнит ли имя вашей собаки, даже если вы упомянули его только один раз. Этот уровень внимания выходит за рамки обычной вежливости. Это показывает, что она искренне интересуется вами и вашей жизнью. Эти маленькие воспоминания – ее способ косвенно выразить свой интерес. Она обращает на вас внимание, ценит ваши слова и, возможно, надеется установить с вами связь на более глубоком уровне. Помните, что зачастую именно мелочи говорят больше всего. Так что в следующий раз, когда вы будете говорить, обратите внимание на то, как много она помнит. Это может раскрыть больше, чем вы думаете. 8. Выбор сидеть рядом с вами. Это простое, но важное действие. Когда вы нравитесь женщине, но она старается этого не показывать, ее выбор места, где сесть, может быть сигнальным знаком. Дело не только в поиске места, но и в том, насколько оно близко к вам. Обратите внимание на то, как она выбирает место в разных местах, на работе, в классе или на общественных мероприятиях. Склонна ли она выбирать место рядом с вами, даже если есть другие варианты? Эта последовательная закономерность не является простым совпадением, это обдуманное решение. Сидение рядом с вами позволяет ей находиться в своем ближайшем окружении, легче участвовать в разговорах и делиться взаимным опытом. Это тонкий способ сказать, что ей нравится ваша компания и она хочет быть рядом, не делая это слишком очевидным.
Поэтому в следующий раз, когда вы окажетесь в той же комнате, найдите минутку и посмотрите, где она решит сесть. Это может быть молчаливым, но ясным признаком вашего интереса. 9. Косвенные комплименты. Когда вы нравитесь женщине, но она старается не показывать это очевидно, ее комплименты могут быть тонкими и умело вплетаться в разговор. Это не прямые комплименты, а скорее тонкие комментарии, которые часто воспринимаются как случайные наблюдения. Обращайте внимание на комментарии, которые подчеркивают ваши качества или сильные стороны, но косвенно. Например, она может похвалить ваши чувства юмора в групповой беседе или оценить ваши идеи во время обсуждения. Эти комплименты часто преподносятся не как крик «ты мне нравишься», а скорее как восхищение вашими качествами. Крайне важно обращать внимание на эти двусмысленные комплименты, поскольку это ее способ выразить восхищение, не раскрывая при этом своих истинных чувств. Это безопасный способ показать, что вы ей понравились, не рискуя получить прямой отказ. Итак, в следующий раз, когда вы будете говорить, настройтесь на тонкости их слов. Комплименты, спрятанные на виду, могут выявить ваш скрытый интерес. 10. Поиск вашего внимания. Если вы нравитесь женщине, но она пытается сохранить это в секрете, она все равно может найти тонкие способы привлечь ваше внимание. Это может проявляться по-разному, от того, как она разговаривает, до действий, которыми она занимается, когда вы рядом. Обратите внимание на то, как она ведет себя в вашем присутствии. Кажется, она изо всех сил старается быть смешной или рассказывать истории, которые, как она знает, вас заинтересуют. Возможно, она заговорит на темы, которые, как она знает, вам интересны. Эти действия не являются простыми совпадениями. Это способы привлечь ваше внимание и проявить интерес к тому, что вам нравится. Ваши попытки привлечь ваше внимание – это невербальные сигналы о ваших чувствах. Она пытается установить с вами контакт, быть замеченной вами, не делая своих чувств слишком очевидными. Итак, в следующий раз, когда вы окажетесь в той же комнате, понаблюдайте за ее поведением. Она пытается выделиться в твоих глазах. Эти усилия могут быть явными признаками вашего тонкого интереса. 11. Дополнительная работа над внешним видом. Это верный признак, когда вы нравитесь женщине, но она старается не показывать этого слишком явно. Она может приложить дополнительные усилия к своему внешнему виду, когда знает, что собирается вас увидеть. Хотя люди часто беспокоятся о своей внешности, заметные изменения или улучшения, когда она знает, что будет рядом с вами, могут быть значительными. Обратите внимание, увеличивается ли она внимание к тому, как она одевается или причесывается, когда вы рядом. Это может включать в себя более стильную одежду, более тщательное нанесение макияжа или пробунии новых причесок. Эти усилия направлены не только на то, чтобы хорошо выглядеть в целом, специально нацелены на то, чтобы привлечь ваше внимание. Это дополнительное усилие во внешнем виде является формой невербального общения. Это ее способ выразить свой интерес к вам, надеясь привлечь ваше внимание. Это показывает, что ей важно, как вы ее воспринимаете. Поэтому в следующий раз, когда вы увидитесь, обратите внимание на любые изменения в ее внешности. Это может быть тонкий, но явный признак того, что она пытается произвести на вас впечатление. 12. Участие в общих интересах и деятельности. Когда вы нравитесь женщине, но она пытается это скрыть, она может тонко совместить свои интересы с вашими. Это может означать появление на мероприятиях или в местах, которые вы часто посещаете, разговоры на темы, которые, как она знает, вас интересуют, или даже занятия хобби, которое вам нравится. Следите за признаками того, что она проявляет интерес к вашему миру. Упоминает ли она фильм, который вам нравится, или появляется на общественном мероприятии, в котором вы участвуете. Возможно, она начала изучать спорт или хобби, которым вы увлечены. Эти действия выходят за рамки простых совпадений. Это преднамеренные попытки создать общую почву и общий опыт. Попытка реализовать свои интересы является явным признаком влечения. Это показывает, что она не только заинтересована в том, чтобы быть рядом с вами, но и хочет установить с вами связь на более глубоком уровне, понимая и участвуя в том, что вы любите. Поэтому в следующий раз, когда вы заметите, что она проявляет интерес к вашим занятиям, считайте это важным признаком вашей тонкой привязанности.
Завершая наше путешествие по 12 признакам, вы нравитесь женщине, но стараетесь этого не показывать. Подумайте об этих тонких признаках и учтите их присутствие в ваших взаимодействиях. Распознавание этих признаков может стать ключом к пониманию скрытых эмоций и потенциальных связей. А теперь я предоставляю слово вам, нашему зрителю. Замечали ли вы когда-нибудь у кого-нибудь из этих знаков или, возможно, именно вы их послали? Поделитесь своим опытом в комментариях. Давайте обсуждать и учиться на историях друг друга. И не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео, если информация оказалась для вас полезной. Ваше участие помогает нам создавать больше контента, который раскрывает тайны человеческих связей. Спасибо за просмотр и следите за этими тонкими признаками во время своих будущих встреч.